طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show thankfulness where the call is to Allah. Sayyidi, Мой господин, я так хочу увидеть пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Я хочу украсить свои глаза, увидев его, хотя бы во сне. О Аллах, награди нас своей милостью. Не обдели нас добром, который есть у Тебя, ради зла, который есть у нас. Начало получения результата от таких вот желаний заключается в самой просьбе. Если правильно, от сердца просишь Аллаха, если всецело обратился к Аллаху, то дверь откроется. Есть проверенные 4 качества, о которых я говорю часто тем, кто спрашивает. Говорили, что есть 4 качества, и если кто-то постоянно соблюдает эти 4 момента, того наградят видением пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Первое качество — многократное чтение слов благословения пророку. Пусть у каждого будет вирд для чтения салавата, ты должен много читать салават на него. Имам ас-Сахафи, автор аль-Кауль аль-Бади' фи салати аля наби, говорит, чтение салавата 300 раз является самым малым количеством многократного чтения салавата днем и ночью. Читай, когда ты в метро, в машине, будь занят салаватом. Это и есть многократное чтение. Чтобы человек считался читающим салават много, он должен прочесть как минимум 300 раз. Так говорит имам Аль-Хафиз ас-Сахафи. Читай салават с любовью. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-Набиил умми ва аля алейхи ва сахби ва салим таслиман касиран. С любовью, о Аллах, благослови его. Второе качество — возвеличивание его сунны. Я не говорю о внешнем проявлении соблюдения сунны. Некоторые люди довольствуются только этим. Это хорошо, но пусть соблюдает с возвеличиванием. Если тебе сказали, что пророк ел и пил правой рукой, старайся делать так, не рассматривая это обычаем, а почувствуй, что ты кушаешь и пьешь так, как это делал твой любимец. Будь со своим любимцем даже во время еды. Когда мы говорим, входите в дом с правой ноги, а выходите с левой, а в ванную заходите с левой, а выходите с правой ноги, то некоторые люди издеваются, говоря, что религия — это не заходи с правой и выходи с левой ноги. Мы говорим, что вы не поняли это, или простите нас за то, что мы, может быть, не объяснили вам это правильным образом. Проблема не в том, чтобы одна нога опережала другую. Проблема в том, что я связываю свое сердце с пророком, когда вхожу в дом и выхожу. Когда я вхожу в дом, я могу войти как обычно, но при этом проблемы с улицы я ввожу в дом, потому что не было какой-либо преграды между ними. Ты вошел без настроения и перевернул весь дом. Но когда ты приходишь домой, остановись, подумай и вспомни, как твой любимец соблюдал адаб при вхождении в дом. Он вошел с правой ноги, и ты входи с правой вместе со своим любимцем, вместе с ним. Приветствуй членов своей семьи, читай дуа при входе в дом. В этом и заключен смысл входа в дом с правой, а не с левой ноги. Когда выходишь из дома, то выходи с левой ноги и знай, что ты следуешь в этом пророку. Возвеличивание сунны не заключается только в одежде, во внешнем виде, в правой или левой ноге. Сунна — это деяние. Посланник Аллаха не любил громко смеяться, он лишь улыбался, он часто улыбался. Он не был злым, угрюмым человеком. Некоторые люди на первый взгляд бывают мягкими, веселыми, любезными, а чуть злятся и тут же превращаются во что-то. Они становятся угрюмыми и мрачными. Пророк не был таким, он более чем кто-либо нес заботы уммы. А вместе с этим в своей практике он никогда не скрывал от людей радость. Он больше, чем кто-либо улыбался своим сподвижникам. Это его путь. Он ни от кого не скрывал радость. Таким был он, саллаллаху алейхи вассалам. Он не скрывал ни от кого улыбку на лице. Он не отворачивался от людей. Он иногда менялся в лице, но необходимые моменты, а потом возвращался в прежнее состояние. Первое — это постоянное чтение салавата, а второе — возвеличивание сунны, нравственное отношение в соблюдении его сунны. Ты должен жить с пророком во всех сферах жизнедеятельности. Все сферы жизнедеятельности связаны с пророком. Постоянное чтение салавата пророку, возвеличивание его сунны, а третье — служение его умме. Ты должен жить, думая о том, как услужить другому, не будь эгоистичным.
Если увидишь нуждающегося, то посмотри на то, как пророк обращался с нуждающимися людьми. Когда ты будешь нуждаться в ком-то, то в этом случае ты не будь тем, кто в ответ совершает благое, а потом опять наносит вред. Посмотри на то, как пророк обращался с людьми, когда Аллах вынуждал его обращаться к ним. Служение его умме. Знай, что умма — это не только мусульмане, он пророк всех миров, он посланник ко всем. Аллах говорит: мы не спаслали тебя только как милость для миров. Все, кто на этой земле из его уммы, в том смысле, что они являются уммой да'вата, в том смысле, что ты должен хорошо относиться ко всем. Четвертое качество — перенесение тягот да'вата. Что это означает? Например, мы полюбили кого-то и поняли, что он интересуется чем-то, что обрадует или огорчит его, и я буду заботиться о нем, потому что есть любовь. Если я люблю кого-то, то меня должны заботить его проблемы. Насколько усиливается моя любовь к нему, настолько и печалюсь я в его печали, настолько же радуюсь я в его радости. Интересно, что радует сердце пророка, саллаллаху алейхи вассалам? О чем он интересовался, заботился? В списке было 4 качества: постоянное чтение салавата, возвеличивание его сунны, перенесение тягот да'вата, служение его умме. Кто постоянно соблюдает эти 4 условия, того Аллах одарит видением пророка. Этому также способствует чтение книг по жизнеописанию пророка. 3 вида книг: книги по жизнеописанию, книги по описанию его физических и нравственных качеств, книги, описывающие особенности, которыми Аллах выделил Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Аллах наполнит наши сердца любовью к нему, иншаллах. Я заново повторю все 4 качества, кажется, я допустил неясность. Первое — постоянное чтение салавата, возвеличивание его сунны, привязанность к нему — это качество я упустил, и служение его умме. Заново перечислю 4 качества: постоянное чтение салавата, возвеличивание его сунны, привязанность к нему, то есть любовь, желание видеть его так, что ты говоришь: «О Аллах, я хочу видеть его, я хочу видеть его». Далее идет служение его умме. Мой господин, я очень благодарен вам. Сегодняшняя, да и вчерашняя передача отличается блеском, а также присутствием духа пророка, да благословит его Аллах и приветствует. К слову скажу, что дух пророка присутствует там, где его любят. Разве не так? В общем смысле, да. Многие люди думают, что эти слова означают то, что пророк выходит из своей могилы и приходит к тому, кто его любит. В этом смысле нет. Эти слова разумные не говорит. Речь идет о душе пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Когда мы говорим, что пророк присутствует на этой нашей встрече, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что я почувствовал, что я близок к нему, ибо я услышал, узнал, какие у него нравственные качества. В этом и заключается смысл. Я очень благодарен вам. А вы, уважаемые телезрители, постоянно читайте салават на пророка. Вот эти пальцы и есть четки. У каждого они есть. 300 раз это немного. Мы много времени тратим в транспорте. А у нас много времени, в котором мы можем прочесть салават на пророка. Молю Аллаха, чтобы пророк навестил нас во сне. Аминь.